Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Внесли поправки в бюджет 2023 года, отменили таможенные пошлины на ввозимый газ, приняли в первом чтении закон, продлевающий действие вида на жительство жителям Галского района. Итоги очередного заседания сессии Народного собрания. Упор на столицу, рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем заместителя министра внутренних дел. Поздравление коллег. Свой 70-летний юбилей отмечает известный абхазский языковед профессор Отар Дзидзария. На очередном заседании сессии парламента депутаты обсудили 18 вопросов, в том числе внесли поправки в бюджет 2023 года, отменили таможенные пошлины на ввозимый в Абхазию газ. В первом чтении приняли закон, продлевающий действие вида на жительство жителям Галского района. И другие вопросы. Подробности у Марианы Котовой. 18 вопросов рассмотрели парламентарии на очередном заседании сессии. Большинство из них касалось финансов. Депутаты парламента внесли изменения в закон о бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год. 25 миллионов рублей будут направлены на возмещение Пенсионному фонду России. Это деньги, которые были получены неправомерно родственниками умерших пенсионеров. Также почти на 29 миллионов депутаты своим решением увеличили бюджет Пенсионного фонда для назначения единовременных выплат, приуроченных к празднованию 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Таким образом, измененный бюджет фонда по доходам составит 1 миллиард 48 миллионов рублей, по расходам 1 миллиард 53 миллиона рублей. В 2023 году дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 53 миллиона 660 тысяч рублей. Источник финансирования дефицита бюджета фонда – остаток денежных средств на 1 января 2023 года. Во втором окончательном чтении депутаты приняли проект Таможенного кодекса Абхазии и законопроекта «Введение в действие Таможенного кодекса». Все это проходит по согласованию с российской стороной в рамках процесса гармонизации законодательств. Сам по себе проект был разработан в рамках наших договоренностей с нашими партнерами о гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В этом плане сложность работы заключалась в том, что дистанционно в режиме ВКС с определенной частотой проводился обмен опытом не только по нормативному внедрению правил, регулирующих общественные отношения в сфере пресечения товаров и так далее, но и практические вопросы со спецификой нашей страны и с учетом особенностей законодательства и правового регулирования этой сферы в нашей стране в рамках иных законов и подзаконных актов. В ходе сессии депутаты приняли в первом чтении изменения в республиканский бюджет этого года. Было произведено уточнение параметров доходной части бюджета до 10 миллиардов 425 миллионов. Объем расходов также скорректировали в сторону увеличения на 720 миллионов. То есть тратит в этом году государство более 12 миллиардов. Таким образом, дефицит составит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Министр финансов подробно рассказал, куда пойдут эти средства. 87 миллионов рублей предлагается на обеспечение текущих расходов по содержанию совместного информационного координационного центра МВД Абхазии. 34,8 миллионов рублей на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел. 302 миллиона рублей остатки средств финансовой помощи. Это по мероприятиям инвестиционной программы. Остаток средств прошлых лет, соответственно, уточняется в текущем году. Увеличиваются расходы и обеспечивается финансирование. 222,5 публичные нормативные расходные обязательства, из которых 11,4 финансовое обеспечение деятельности администрации президента, конкретно если проведение текущего ремонта помещений здания, расходы на выплату работникам, имеющих классные чины или правки. 50 миллионов рублей на увеличение резервного фонда президента республики, 50 миллионов рублей на увеличение резервного фонда кабинета министров республики, 7,3 миллионов рублей на финансовое обеспечение основных задач функций аппарата Кабмина, в основном связанные с оплатой за электроэнергию, горюче-смазочные материалы, другие ценности. Ну, в данном случае там потребность обусловлена, есть расчеты. 522,9 на финансовое обеспечение задач функций Минфина, выплаты
физическим лицам предусмотрен законодательством, аналогично, как и в администрации президента, в различных министерствах, в том числе ведомствах, и у вас наверняка тоже в парламенте работают лица, которые имеют дипранги, соответствующие классные чины по законодательству, вне зависимости от места работы, соответственно, должно выплачиваться. 2 миллиона 59 тысяч финансово обеспечить задачи функции Министерства иностранных дел. Это расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвященных 30-летию со дня образования МИДа. Расходы уже числятся в долгах, больше 4-5 месяцев, поэтому предлагаем их тоже обеспечить финансирование. 985 тысяч кадастровая палата по обеспечению функционирования автоматизированной системы кадастра недвижимости. 1 154 000 рублей. Минобороны, расходы, связанные с изменением оргструктуры и совершенствованием подготовки. 310 000 рублей, это прокуратура, там уточняется показатель, поддержка на выплату отдельных расходов работникам прокуратуры. 12 миллионов 330 служба охраны на расходы по оплате принятых обязательств за электроэнергию, горюче-смазочные, приобретение товарно-материальных ценностей. У них 12 800 комитет по экологии на работы по проведению ремонта. 10,7 это финансовое обеспечение исполнительного листа строительства мини-футбольного поля на территории средней школы номер 4. Депутат Дмитрий Маршани обратил внимание на то, что доходная часть бюджета могла бы быть увеличена за счет средств, которые задолжали арендаторы госимущества или приватизировавшие его. Задолженность госского имущества растет из года в год. Увеличивается и по арендным платежам, и по приватизации. Задолженность по арендным платежам 41 миллион, задолженность по приватизации 86,6 миллионов. И госкомимущество даже не планирует внесение этих средств в доходную часть бюджета, что является нарушением принципов бюджетной системы. И хочу сказать, что эти по арендным платежам, договора, они с 2000-х годов, с 2005-х, 2006-х и так далее. И здесь вопрос, наверное, и контрольной палаты тоже, Как утверждает представитель контрольной палаты Зураб Отырба, ежегодно в своих заключениях главный контрольный орган страны рекомендует включать задолженности в доходную часть бюджета и рекомендует принять меры по их взысканию. Здесь есть задолженности по приватизационным платежам, по арендным платежам. Есть пеня начисленная действительно в задолженности. Мы действительно это написали в своем заключении, что его надо планировать в доходной части, и надо улучшать, усиливать администрирование этих видов доходов и действительно воздействовать, чтобы они поступили. Также Маршани обратил внимание на то, что в расходную часть бюджета зачастую добавляются статьи постфактум. По его мнению, эту распространенную практику следует исключить. Администратор нам сказал, что закладывать бюджет не будем. На арбитражные решения. Теперь что у нас получилось с этим? Некой фирме было выплачено 10 миллионов рублей. Сначала были выплачены деньги, потом происходит изменение в бюджет. Это нарушение. Вообще это нужно делать наоборот. Сначала вносить изменения в бюджет, потом выделять деньги. Дмитрий Маршани акцентировал внимание и на эффективности расходования средств резервных фондов. У депутата есть сомнения в целесообразности увеличения фонда и сомнения в том, что средства распределяются справедливо. У нас, конечно, есть фонд президента, когда ты можешь в таком аварийном режиме деньги выделить на какие-то стихийные бедствия и так далее. Но здесь у нас на паводковые всякие работы 56 миллионов. Средства тоже можно. Здесь уже вопрос об эффективности планирования. Это же тоже можно запланировать, понимаете, все эти вещи. По мнению депутата Инара Гицба, резервному фонду президента не хватает прозрачности. Он также поделился случаем из своей практики, когда его округу была необходима финансовая поддержка, но получить он ее не смог. Мне было сказано, что в фонде денег нет, так как средства были перенаправлены на решение вопросов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, которые произошли в Республике Абхазия, в частности в Гагарском районе. В итоге в общении с депутатами из этих районов выяснилось, что значительная часть средств по ликвидации была выделена силами администрации
города. Ну, то есть вот какая-то вот такая замкнутая, непонятная история. Вроде деньги есть, вроде выделяются, оказывается, выделяются, но не теми выделяются. И плюс, опять-таки, закрытость и отсутствие прозрачности расходования средств. Как-то, ну, я согласен с вами, Дмитрий Александрович, надо как-то эту систему менять или, не знаю, вносить изменения, чтобы это было более системно и более прозрачно. Кан Кварчия возмутился повышением расходов на кадастр. По его словам, деньги, которые выделяются на его создание, не приносят результата только потому, что нет настоящей заинтересованности в его создании. Огромные деньги были выделены. Начиная со времен Багапша, Хаджим, Банпаба, все это время выделялось. И так они ничего не сделали. Если это было бы, мы уже знали бы, кому можно выделять под строительство чего-либо. А здесь же бесконтрольно дают. Мы такие земли под строительство пустили. Мы завтра не думаем, что нам земли нужны будут для сельского хозяйства. И что? Депутаты ратифицировали протокол к соглашению между Абхазией и Россией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, а также разрешили Министерству внутренних дел направить неосвоенные средства на денежное поощрение сотрудников. У нас была неосвоенная сумма порядка 30 миллионов каждый год, которая в рамках норм соглашения не могла была быть перенаправлена на стимулирующие выплаты. Сегодня мы провели консультации с российской стороной, будем вносить соответствующие изменения, и мы предполагаем, что через материальную помощь попробуем, чтобы эти 30 миллионов, которые каждый год не из-за комплекта остаются, были направлены и стимулировали реальные выплаты каждому сотруднику. Получается ориентировочно около 20 тысяч рублей мы сможем еще простимулировать. Не стали принимать решения депутаты по вопросу внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности. Он вызвал бурное обсуждение и категорическое несогласие с поправками отдельных депутатов. Например, Дмитрий Маршани считает, что никакие изменения существующему закону не нужны. Я считаю, что у нас шикарный закон, и он дает все условия инвесторам, бизнесменам, коммерсантам, да, этот закон использовать на свое благо. Также был принят ряд решений по поводу государственной собственности. Один объект перевели в категорию, подлежащей приватизации. Перевели земельный участок из категории сельскохозяйственной в земли населенных пунктов. А также выделили 4 участка под коммерческую деятельность. Председатель комитета, занимающегося этими вопросами, Тимур Бея, предложил ужесточить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Да, реально должно быть видно. Мы народные избранники. Сегодня наша земля, мы ее сегодня отдаем гражданину, и мы хотим знать сроки реализации, какая у него сумма. Фирмы-однодневки здесь баланс показывают, там сотовый телефон в этом, как его в балансе, ни денег нет. Минимум от стоимости проекта 30-40%, хотя бы, чтобы было на счету у этой фирмы должно быть. И плюс еще, разные, там много чего можно. И на 200-метровую зону хочется сделать мораторий, хотелось бы поговорить, остановить это 200-метровую зону. Сегодня можно максимум что сделать, главной администрации, чтобы имели возможность сборная-разборная, надо что-то там давать, но капитальное строительство надо останавливать. Последним вопросом сессии стало продление действия вида на жительство для гальцев. Депутаты приняли в первом чтении проект о внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан. Документ предлагает увеличить срок действия выданного вида на жительство с 5 до 10 лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением МВД и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранцев в республике в течение необходимого количества лет. Изменения были предложены в связи с многочисленными обращениями жителей Гальского района. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Глава государства Аслан Бжани представил членам правительства первого вице-премьера Джансу Хананба. Вчера я подписал 2 указа. Первый указ об освобождении по собственному желанию первого вице-премьера Беслана Джопо. Хотел бы его поблагодарить. Он остается в нашей команде в качестве министра сельского хозяйства. Второй указ о назначении на должность первого вице-премьера Джансу Хананба. Этот человек вам хорошо знаком. Надеюсь, эти кадровые изменения будут способствовать тому, что работа в правительстве и ее ритм не будут нарушены.
стороны, а будут способствовать решению настоящих перед нами задач, сказал Бжаня. Беслан Джопо пожелал Джансуху Нанба успехов и плодотворной работы. Со своей стороны Джансух Нанба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Я всячески буду стараться прикладывать свои усилия, знания, энергию для того, чтобы работа Кабинета министров была более плодотворной, сказал он. Президент Аслан Бжаня совершил рабочую поездку по городу Сухум. В поездке приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварчи и глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Президент осмотрел участок улицы Арденба от перекрестка с улицы Агумава до улицы Титова в Сухуме и ознакомился с ходом ремонтных работ. Мэр Сухума Беслан Эшба сообщил журналистам, что ремонтные работы ведутся за счет средств столичной администрации. Также глава администрации Сухума Беслан Эшба доложил президенту Аслану Бжане о ремонтных работах, проведенных в парке имени Тараса Шамба. На сегодняшний день в парке реконструировали 12 столбов индоевропейского телеграфа, будут установлены 80 современных лавочек, завершается работа по реконструкции фонтана. Лифт на новом мосту через реку Басла установят в начале 2024 года. Беслан Эшба доложил главе государства о планах по установлению 2 лифтов с обоих концов моста. Ввиду отсутствия на мосту пандуса им не могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, а также родители с детскими колясками. Установка лифта планируется в начале следующего года. Президент Аслан Бжаня поддержал идею установки лифтов, назвав их очень нужными для горожан и гостей столицы. Репортаж пресс-службы администрации столицы об инспекции городских объектов смотрите после выпуска новостей. Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Марины Тани о признании недопустимым доказательством 3 протоколов прослушивания фонограммы телефонных переговоров Юлии Напха, жены подсудимого Бесланом Ганба. Коллегия судей определила признать недопустимым доказательством 1 из 3 протоколов, так как сроки, указанные в постановлении Сухумского городского суда о разрешении контроля и записи телефонных переговоров, не совпадают со сроком фактической прослушки. Следующее заседание назначено на 7 ноября. Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем заместителя министра внутренних дел полковника милиции Беслана Чкадова прошло вечером 1 ноября. Сотрудники УГАИ и оперативных подразделений Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике. Особый упор в этот раз делая на столицу город Сухум. Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем заместителя министра внутренних дел полковника милиции Беслана Чкадова прошло вечером 1 ноября. Сотрудники УГАИ и оперативных подразделений Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике. Особый упор в этот раз делая на столицу город Сухум. Сотрудникам поручено делать упор на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях законе и предостерегать водителей от управления автомобилем средством в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководством министерства поручено уделять повышенное внимание. Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. Итогом деятельности правоохранителей стали 284 протокола за нарушение правил дорожного движения. 4 водителя лишены права управления автотранспортным средством за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кьют, будут продолжены до минимизации нарушений ПДД. Основной целью мероприятия является спасение жизни граждан и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Мы слышим на разных уровнях и на разных площадках, что происходит обсуждение вхождения Абхазии в состав союзного государства. Исходя из этого, депутаты изъявили желание пригласить профильное ведомство, а именно Министерство иностранных дел, и поинтересоваться, о чем речь, рассказала Яшера, председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Алхаз Барциц. Мы понимаем, что сегодня есть понятие союзного государства и объединения с Российской Федерацией у Белоруссии. Но подходит ли нам такая форма, учитывая наши
специфику наших внутренних процессов, нашу конституцию, наболевшие вопросы, которые могут не отобразиться в данном понятии союзного государства. То есть есть ряд вопросов, которые беспокоят наше население, также, соответственно, депутатов. На сегодня было запланировано это заседание, были сформированы ряд вопросов, но по причине отсутствия министра иностранных дел это заседание переносится. Я думаю, может быть, в ближайшее время, на следующей неделе оно все-таки произойдет, и депутаты смогут задать вопросы, касаемые именно этого направления. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, у нас много дискуссий на эту тему ходит, в обществе бытуют разные мнения, в парламенте нет понимания вообще конкретно, о чем идет речь и кто себе в какой форме представляет это союзное объединение. Исходя из того, чтобы... были депутаты Депутаты всем общим числом приняли решение пригласить министра иностранных дел, но учитывая, что есть профильный комитет, как бы было принято решение, что на базе профильного комитета будет происходить встреча, на которой будет обсуждаться вопрос. Вопрос о вхождении Республики Абхазия в союзное государство не стоял, он не обсуждался на таком уровне. Так скажу более конкретнее, да, в информационном плане, то есть получается, что нет информации касаемо того, какие могут быть нюансы, исходя из того, что было озвучено. Ну, для того, чтобы выявить и для себя понять, о чем конкретно шла речь, хотели эту встречу организовать. Но я думаю, что у нас в ближайшем будущем эта встреча все равно состоится. А почему сегодня министр иностранных дел не пришел? У них была рабочая командировка, поездка. Мы, насколько знаем, делегаты вернулись, но не все. И навстречу нам пришло обращение с МИДа на сегодня, да, что будет присутствовать замминистра иностранных дел. Но в этом плане тоже депутаты сказали, что на встрече, на общение нужен именно сам министр, поэтому эта встреча была отложена. Насколько реально Абхазии вступить в союзное государство России и Беларуси? Есть ли необходимость для Абхазии в этом? Насколько мы интересны данному союзу? О проекте союзного государства и других внешних вызовах для Абхазии смотрите в беседе редактора газеты «Чегемской правды» Инала Хашик с историком и политологом Астамуром Таня. Для начала надо бы, чтобы нас Минск признал, да, чтобы вообще говорить о каких-то перспективах этого союзного государства. Как ты думаешь, насколько это вообще реально, с другой стороны, насколько это не противоречит нашему законодательству, вот всякого рода разговоры, учитывая, что у союзного государства есть надгосударственные структуры, да, они, может быть, не так развиты, но все-таки они есть. Ну, мы с тобой не раз этого вопроса касались, в основном смотрели с точки зрения интересов Абхазии. Вот. Я полагаю, что если исходить из интересов Абхазии, Абхазии гораздо выгоднее выстраивать двусторонние отношения с Россией. Вот. И в перспективе, если получится, конечно, с Белоруссией тоже. Потому что, если говорить о каких-то союзных структурах, ну, в силу своего размера экономических возможностей, Абхазия, она не будет, ее интересы не будут в этом формате учитываться. А что касается реалистичности, теперь с другого ракурса посмотреть, ну, я, честно говоря, не вижу никаких перспектив, кроме того, что там пиара вокруг этой темы, может, это, ну, у нас же пиар, он тоже фактически стал равнозначен реальной политике в наше время, да, вот. С точки зрения пиара, может быть, кому-то это выгодно. Беседую Инала Хашик с историком и политологом Астамуром Таня о проекте союзного государства. Смотрите в нашем вечернем эфире. Руководители санатория Самшитовой рощи обратились в парламент республики с просьбой изучить правомочность постановления Кабинета министров о передаче имущественного комплекса пансионата Самшитовой рощи в оперативное управление СГБ Абхазии. Генеральный директор санатория Геннадий Айба прокомментировала Яшера причины обращения в парламент. У меня огромная просьба к парламенту, к экономическому комитету, к правовому комитету, чтобы вошли в нашу ситуацию и посмотрели, насколько правомочно была передача с госком имущества службе СГБ. На самом деле ситуация, она, честно говоря, напоминает какие-то 90-е годы. Для меня абсолютно непонятно, для чего это делается. И
если это, как нам утверждают, для того, чтобы помочь службе безопасности, если это с государственным подходом, то это делается совершенно по-другому. То есть можно в конце концов собирать весь бюджетообразующие все предприятия, можно с ними договориться, и я там больше чем уверен, в основном это все патриоты Абхазии, и мы все вместе готовы были бы куда больше сделать, чем в виде наказания, брать у нас там из-под нас и ставить нас в какие-то рамки. Понятно, что за всем этим мы можем предполагать, что там совершенно другие мотивы. И хотелось бы, чтобы парламент, наши избранники подошли к этому вопросу. Да, если это правомочно и на самом деле это как бы для пользы, мы, ради Бога, мы были бы не против. Но, честно говоря, там, судя по тому, что на сегодняшний день происходит вокруг, очень мало верится, что это идет какой-то государственный или системный подход. Свой 70-летний юбилей отмечает известный абхазский языковед, лексиколог, заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия, кавалер ордена Айзапша третьей степени, заведующий кафедрой абхазского языка №1 Абхазского государственного университета, доктор филологических наук профессор Утар Платонович Дзидзари. Поздравить юбиляра в Агу собрались руководство университета, ученые, друзья, коллеги и студенты. Открывая встречу, поздравительный адрес от имени ректора, коллектива и студентов зачитал декан филологического факультета, кандидат филологических наук Батал Хагуш. Юбиляру вручили памятную серебряную монету из серии «Выдающиеся личности Абхазии», посвященной второму президенту Абхазии Сергею Багапшу. Хатырызгу Атар Платон Ипа. Абсныпи Худкарат университет, ректораты, а профессор Завират Лазаре, а филология факультета Усуцве, а студент Шерехцела, Хатала Ярасара Сехцела, Гукцигла и Шудас на холод Ханвежа Башоксаш Хатра. Винвежа Шокса и Нарзынапшуа, Шараус Жует, Хмилат университета же, Арцара, Ауси, Ацара Дырре и Лагдзо. Ариамта ялагдзана шанысит ибею арчарат мя апсу бузша арцавей неркна а кафедра на пхкавиконда. Акыр шукса и не панкулана филология факультет на пхгараштон. А ханапи неркне яхау жранзаге апсу филология за кадра кварица азара аджаба азуш будет. Апсу бузшадырвик лексиколог, лексикограф яхаса была. Отцам только пока шрафтеров. Хатала уртирла хоть амшин лексики апсводыга занат лексики рызку шусум таква. Урт апсводыга царадырра акрыцаску лагалу. Занат тведзари так пхукра лаина шекзо шусуре эрбзурана, а коллективе студентов на хатер шоку. Гук псыгала шудоснало юбилей. И ждейка щеда гобзира, аман шалара, апсуа и куранцера ду. Апсыт бихункарат университета ректор, академик Гуарамия Олег Алексей Па. Ацари уртачулус зуит, аре и лоп чарадзера, аре и лопа наука. أيوكان كل واحد شوزر كالكا ندرشك حيخدوبها وسيستحزم أيش شو أسحب نسوين في شخصين ريح نوس زويد زر على خيط دار زواج خرسويت برجاي أبي سمشير نرحا يوني في شخص يلقى خزجة وبرين يحن يلقى خزجة أكثرتي تساسي فيسبوك اللي ويعرى يش شو أسحب على رأسيت حاجة سويز بزوم تخا دارس ودر بخير هم بس ويجانا خالي يبان السنة وقت جيسلش وزقستي يحرق جسرة أمرا يسفرتيس تخوبري أمشن يدحول لكسيكا أري دارة أري بس شدر تيمو بحو حرمت سري وزوميز بنزر بس شران أنت زجي أري بوليتيك يدحول بري أبسوار الزار يدحول بس بنزر يفدروا زجي شرا يرحوا أبسوار أري نخومز يعني جد يدحوا أجاستر كويقو أبري يرحوا زجي بخستاس بوسوم أبري كان خالص سلش زجي خستيد أبسوار ريشن خوز
يشرموا جار بزيزنا يشردرهم شنيات حلو فولكلورا كان خلا تبانيمي كان خلا بزش كان خلا تورخ كان خلا أبرز يجيب أنا وصم تتسعي هجيل خي تسمع خو دشو صم دقيسكوب خو أبريها حرح شقط بزحو أبري أبسو أبيكوا أكرتفيل بلكسيك يلزحها وبريجي إن الحارحو إنترنت كنت تزنيرمو ريجي يحنحو رسوبيز بنزر أراقا يجود زواجوكا درجي عن خنا درا يفريانت واجوكو درج بيرمن ينغلا يحو بريو بحرت أرت كردش يتحرتي دبي ماريحو بليوشي لامي حيحو خبري شكنا رغود سستديا هيجي خي خاسزو وبري أو بخ أبسو параллель этимологии джар астарстаху убри сзыгъэцӏэр нас сызщем хьэсхьэу такая классит хьэсхьэр поёгъуэ тхылэзащэ. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по улице Чачба в пятницу 3 ноября с часа ночи до 13:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Новый район, улица Эшба, Старый поселок, вокзал, центральная часть города, ВМ, рынок, Маяк. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 3 ноября в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый умеренный, температура воздуха ночью 12-17, днем 16-21. Температура морской воды плюс 19, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.